Жаркие летние дни – повод освежиться в водоеме. Маленькие жители нашей республики любят купаться в реках и плескаться в бассейнах. Родители редко задумываются о том, что такой опасный вирус, как полиомиелит, может жить в сточных водах и водоемах несколько месяцев и нести нешуточную угрозу здоровью ребенка. Как обезопасить самых маленьких, ведь тяжелее всего этот вирус переносят дети до 7 лет. Либо полагаться на удачу, либо подойти к вопросу серьезно и привить детей. Врачи однозначно рекомендуют выбрать второй вариант. Лечения против полиомиелита нет. Единственный способ, которым мы можем предотвратить это заболевание, это вакцинация. Вакцинация должна проводиться у нас в первые месяцы жизни ребенка. Первую вакцинацию, которую получает ребенок в 3,5 месяца. Специально создана вакцина Пентаксим. Туда входит инактивированная вакцинация против полиомиелита. Затем в 4,5 месяца и в 6 месяцев. Это до года. Затем в 12 месяцев, 18 месяцев и 20 месяцев это ревакцинация против полиомиелита. В последние годы полиомиелит у всех на устах. Особенно остро встает вопрос о вакцинации летом и осенью, так как в этот период риск заразиться в разы выше. Коварный вирус передается также через немытые руки, грязные игрушки, предметы быта, при вдыхании аэрозоля, образовавшегося при кашле и чихании. В Ингушетии в прошлом году были зафиксированы случаи острого вялого паралича, вызванного полиовирусом, после чего в регионе была проведена работа по двухтуровой иммунизации. Но врачи отмечают, что необходимо продолжить защиту населения для создания коллективного иммунитета. Участковый педиатр Луиза Добреева рассказала, как проходит работа по вакцинации в Сурхахинской амбулатории. В нашем селе 6 педиатрических участков. На каждом участке, за каждым участком закреплен участковый врач-педиатр, участковая медсестра. Проводится профилактическая работа с детским населением. У нас есть День здорового ребенка. В этот день приглашаются на прием здоровые дети. Проводится профилактический прием, и после осмотра педиатра данный ребенок с разрешения мамы, обязательно мы берем разрешение на данную вакцинацию, и проводится вакцинация. Полиомиелит может протекать как обычная простуда, а может дать очень серьезные осложнения, после которых дети перестают ходить. Парализованные части тела перестают слушать ребенка. И самое страшное, что после случившегося помочь уже ничем нельзя. В интернете можно найти сотни фотографий и статей о детях, столкнувшихся с такими последствиями. И это, без преувеличения, сломанные судьбы. Для тех, кто решил вакцинировать своих детей, необходимо пройти обследование у педиатра. Ребенок на момент вакцинации должен быть абсолютно здоров. Причиной переноса даты вакцинации может стать даже обычный насморк у малыша. Зарема Ивлоева, Султан Магушков, Магаз 24.